Москве из-под стражи освобожден другой член оппозиционного движения Таджикистана Абдурахим Васиев, которого в Таджикистане обвиняют в сотрудничестве с группой 24. Васиев провел год в московском СИЗО после запроса силовых структур Таджикистана, которые обвинили его в сотрудничестве с группой 24. Абдурахим Васиев, таджикский диссидент, объявленный в розыск в Таджикистане по статье «Экстремизм». По запросу силовых органов своей родины около года содержался в СИЗО России, но стараниями адвокатов был отпущен на волю. После, как мы закончили школу, я вступал и дал документы в медресе по имени Имам Тирмизи. И после этого были некоторые изменения. И я общался с некоторыми представителями Министерства культуры, Министерства образования Таджикистана и предлагал, что нас, молодежь Таджикистана, не устраивает такой учеба, что мы 2 года сначала изучаем под курс, потом еще 5 лет курс. Нас дадут такой диплом, что не сможем, кроме некоторых мечетей, на других местах работать как преподаватель или как. Для этого мы предлагали, чтобы пусть был какой-то исламский институт или университет, чтобы после окончания этого университета мы могли, кроме как работать в мечети, и дальше могли работать в других местах, как воспитатели, как аналитики, как историки. И вот так получалось, что я изучал ислам, я изучал Коран. Слава Богу, что и чуть-чуть параллельно с некоторыми людьми, которые знали историю, политику, дипломатию и тому подобных людей, очень хорошо дружил и познакомился, чтобы анализировать, что и как жить как мусульмане в сегодняшнем мире. И у меня были много этих, вроде как докладов, вроде как свои аналитические доклады для молодежи. Мои лекции были как ислам и мусульман, ислам и сегодняшний мир. И я в много мечетях, в многих конференциях выступал. В Таджикистане после как в 2010 году начались эти проблемы, как запретили женщин в мечеть, запретили молодежь в мечеть. Знаете, эта демократия, которая сейчас есть в Таджикистане, это хуже тот коммунизм, который был в Таджикистане до 90-х годов. К сожалению, посмотрите, в России и много-много странах, которые живут и работают мусульмане, они, их жен, их детей езжают в мечеть, знают, изучают, что такое ислам, что такое Коран, что такое мечеть. И этот вопрос никого не раздражает. Васиева обвинили в том, что он участник группы 24, объявленной экстремистской в Таджикистане, и, соответственно, должен, по их мнению, понести наказание. Хотя причастность к этой группе наш герой отрицает. Однажды меня звонят и говорят, что, уважаемый Абдурахим Васиев, вы берегите себя, а то в Таджикистане вас объявили в розыск, что вы, оказывается, беседовали с людьми, которые они считаются террористом, экстремистом на территории Таджикистана. Я очень-очень сожалею, что некоторые наши аналитики, наши люди, которые работают в МВД, в КГБ или тому подобных государственных учреждениях, они, к сожалению, врут народу, врут президенту, врут самому себе, что эти люди экстремисты, террористы. После этого я, честно говоря, не знаю, что сказать. Иногда придется мысли, которые может как-то перестать разговаривать на таджикском языке, чтобы больше вообще-то пусть будет как будет. Но как человек, как мусульманин, как верующий человек, твой вера, твой совесть тебя не позволяет, чтобы когда увидишь, что таджиков есть такая поговорка, что
агар бини ки нобинову чоҳ аст ва агар хомӯш биншини гуноҳ аст. Если увидишь, что человек езжает на дорогу, который там есть огромная яма, если ты молчишь, ты самый нехороший человек, самый огромный грешник на земле. Васиев являлся членом организации «Молодежь за возрождение Таджикистана». Эта организация стала известна летом-осенью прошлого года после организации нескольких акций протеста таджикских трудовых мигрантов в России, в частности в Москве, Екатеринбурге, Саратове и Самаре. Власти Таджикистана признали данную организацию партнером запрещенного в стране движения «Группа 24» со всеми вытекающими последствиями. Эта организация, его функция была, что молодежь Таджикистана и иммигрантов, которые находятся на территории Российской Федерации, они изучали русского языка, они знали очень хорошо те культуру, те законы, которые существуют на территории Российской Федерации, и уважали те традиции, которые есть в рамках территории Российской Федерации. И жить достойно, уважать других и работать, и как-то решить проблему иммигрантов, проблему своей семьи, проблем мусульман. А в Таджикистане, которые они должны решать проблемы людей, которые не имеют образования, проблемы людей, которые у них нет света, нет работы. И много-много проблем, которые существуют на территории Таджикистана. Наша власть, чтобы решить такие вопросы, наоборот, что сделает? Запретит какой-либо мечеть. Эти мечети, которые даже, некоторые из них, даже при Союзе были, эти коммунисты их не закрыли, их не разрушали. А сейчас пришел такой демократия, который я считаю, что это не демократия, это просто безобразие. Обостренное чувство справедливости в наше время, к сожалению, уже само по себе преступно, потому что такой человек не может спокойно смотреть на страдания людей, а верующий человек и подавно. Попытка играть по правилам в рамках закона выражать свое мнение не позволила Абдурахиму чувствовать себя в безопасности, да и никому не позволит, особенно тогда, когда ты не согласен, когда ты отторгаешь несправедливость всем сердцем. Если мы хотели какой-нибудь экстремистический работы или, не дай бог, мы сказали бы какое-либо экстремистическое слово, которые имели такие экстремистический и террористический характер, мы бы, может быть, находились на территории Афганистана или Сирии или тому подобных стран. Но мы достаточно цивилизованные, образованные люди, которые хотим наилучшего для своего народа, для человечества, чтобы уважать всех наций, всех народов, всех религий, всех конфуций, которые живут и в Таджикистане, и в мире. К сожалению, в Таджикистане пришли к выводу, что я организатор всей эти поступки. Я еще раз повторяю, когда человек не хочет, чтобы тебя унижали и твоего народа, твою семью, к сожалению, когда даешь руку, чтобы подтянуть, чтобы поднимать человека, который попал в яму, наоборот, тебя обвиняют, что ты хочешь такого. И вот, когда наступает такой момент, тебя пытаются изолировать, как бешеное животное, зараженное вирусом справедливости и равноправия, не считаясь с тем, что ты человек и рожден быть свободным, не обращая внимания на юный возраст, какое кому дело, что парню нет и 30. К сожалению, человека, который не было и нету никаких конкретных досье, конкретных дел, которые против меня были бы какой-либо документов, фактов, чтобы я что-то натворил. Я даже дурного не имею, как верующий человек, представить себя и думать дурного, чтобы сделать для кого-то чего-то плохого. Но, к сожалению, когда человек невиновен, когда человек нету конкретных фактов,
чтобы обвинить этого человека экстремистов, террористов, объявляют человека межгосударственным розыске, когда объявляют человека, который невиновен. От этих людей можно много-много чего ожидать. Но я как верующий человек, как патриот своего народа, как человек, который любит и уважает всех людей и наций, и независимо от их религии, их, как говорят, их религия, их цвет кожи или язык. Потому что у нас в исламе есть такой аят, что «Вакулу линнаси хусна». Общайтесь с людьми как человеком, независимо от их религии, их. Я заявляю вас и всем вашим телезрителям, которые нас видят, что я, во-первых, не был никакой, ни Новый Таджикистан, ни БАС, ни 24. Но я, с ними общался, я им как-то сказал своего мнения. Я сказал, что давайте решим как-то нам дозволено по закону шариата, по закону Корана, по закону как демократическая республика. Потому что один из функций нашего Конституции, там есть такой точка, что власть могут только все эти законы или власть могут и имеют право менять граждане, когда они говорят против какой-либо закон своего неудовольствия, что они не хотят такого закона, они имеют право, чтобы изменить такого закона. Статьи, которые против меня, они просто фабрикованы, просто конкретно меня подарили такие конкретные статьи, что такие люди, как я, не могли говорить свои мнения, свои слова, свои. От Ноя до Мухаммада всех их обвиняли в том, что они недовольны этими режимами, этими правительствами, этими президентами, этими какие-либо диктаторы и тираны, которые были. Что ждет нашего героя? Шансы остаться на свободе на земле предков практически равны нулю. Лишь только путь Иуды, отречение от того, во что веришь, от своих друзей и братьев, могут дать какие-то надежды. Единственный ли это путь или нет, покажут обстоятельства.